Выборы должны пройти на высшем организационном уровне и максимально прозрачно. Об этом и многом другом говорили сегодня на итоговом обучающем семинаре общественных наблюдателей. Как известно, до главного события 2018 года выборов президента России осталось чуть меньше недели. И потому к ним общественные наблюдатели должны подойти со всей ответственностью. В день выборов мы, как общественные наблюдатели, обязаны находиться на своих участках. За каждым такой участок закреплен, и должны следить за тем, чтобы на участках был порядок, обеспечить прозрачность выборов, так, чтобы голосовали, все, что проходило в нормах закона. Задача общественного наблюдателя проконтролировать сам процесс выборов, не вмешиваться в процесс выборов, не навязывать те или иные кандидатуры. Главное для нас это сам процесс, чтобы он протекал без нарушений, наблюдать за этим процессом. И эти семинары нам как раз дают эту информацию определенную, чем мы должны заниматься, как мы должны вести себя в день выборов. Самое главное для нас это явка. Явка, чтобы она была, и люди имели право проголосовать за того или иного кандидата. Всего по всей республике будет открыто 137 ТИКов. На всех избирательных участках будут следить за выборами по 2 наблюдателя от общественной палаты. Ранее обучающие семинары проводили в 4 районах Ингушетии. Этот заключительный. Основная задача общественной палаты и общественных наблюдателей, в том числе делегированных от федеральной и региональной палаты, заключается в том, чтобы соблюсти избирательный процесс, чтобы избирательное право соблюдалось в полной мере. Наша задача общественного наблюдателя заключается обеспечить максимальную прозрачность, открытость, легитимность, честность, демократичность избирательного процесса, чтобы каждый человек имел право в полной мере реализовать свое активное избирательное право. В федеральный закон о выборах президента России внесены изменения еще в ноябре прошлого года, в соответствии с которыми общественными наблюдателями будут представители общественных палат субъектов страны. Причем общественная палата для этого привлекает членов иных некоммерческих объединений путем заключения соглашений. Молотгирей Загиев еще раз напоминает, в чем заключаются основные задачи наблюдателей. Вы не должны заниматься агитацией, вы не должны заниматься поиском каких-то искусственных недостатков. Вы должны просто смотреть, чтобы соблюдалось избирательное законодательство. Чтобы права человека на право быть избранным и избирать не нарушались. Всего зарегистрировано 8 кандидатов на пост президента России, 7 из которых представлены от различных политических партий и 1 самовыдвиженец. Если помните, 2 кандидатов первой регистрации, которые прошли, Грудинин и Жириновский, они были выдвинуты политическими партиями, которые имеют фракции в Государственной Думе, и им не было необходимости собирать подписи избирателей в свою поддержку, и они были зарегистрированы первыми. Ну, а вслед за ними уже те, кто должен был собирать подписи, все, кто был выдвинут другими политическими партиями, тоже собирали подписи. Партийные выдвиженцы, они собирали 100 тысяч подписей, а самый выдвиженец Путин, он собирал 300 тысяч подписей. Ну и в результате 8 человек. Ну а в целом на всех избирательных участках установят камеры видеонаблюдения. Помимо всего прочего, большое внимание будут уделять безопасности на участках. Светлана Томова, Сурхо Кусиев. Новости 24.